Ингушский государственный музей краеведения ведет свою историю от Назрановского музея боевой и трудовой славы, открытого в 1972 году на добровольных началах ветераном Великой Отечественной войны Туганом Хаджимаховичем Мальсаговым. Экспозиция музея начинается с государственной символики Российской Федерации и Республики Ингушетия, с картин, фотографий и документов, освещающих процесс единения русского и ингушского народов. В малом зале героев представлены материалы о людях, прославляющие Россию в разные периоды развития нашей страны. Вы находитесь в зале «Археология». Археология – это наука о древней материальной культуре и истории человечества. Предметы археологии могут рассказать нам много интересного о богатой культуре наших предков. В этом зале представлены самые лучшие и яркие экспонаты нашего фонда, начиная с каменного века и кончая поздним средневековьем, найденные в ходе археологических раскопок на территории Республики Ингушетия. Зал этнографии представляет традиции, быт, ремесла ингушского народа. Здесь экспонируются материальные памятники культуры края, макеты башенных комплексов, национальные костюмы и оружие, художественные картины. Великая Отечественная война 41-45 годов стала для всех народов нашей страны суровым испытанием. Это была война, которая навсегда останется в памяти человечества как всемирно-исторический подвиг советского народа. Среди миллионов советских воинов, сражавшихся с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, были и ингуши, которые проявили стойкость, героизм и мужество. На защиту Отечества отправилось более 10 тысяч человек, каждый второй – доброволец. Сыны и дочери Ингушетии как один встали на защиту Родины. Многие из них остались лежать на полях сражений, ушли в бессмертие, покрыли свои имена неувидаемой славой, хотя их подвиги на долгие годы оставались безвестными. Лишь спустя десятки лет некоторым из них были присвоены звания Героя России, в основном посмертно. В конце июля 1942 года германские войска форсировали Дон в районе Ростова и повели наступление в сторону Кавказа. Нависла опасность над нефтяными районами Чечено-Ингушетии. Враг подошел вплотную к республике. Необходимы были надежные оборонительные сооружения по всей линии Малгобекского фронта. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации от 8 октября 2007 года номер 1344 городу Малгобеку присвоено почетное звание Российской Федерации города воинской славы. В начале 1941 года немецкие танки прорвались к Ленинграду, но Ленинград стал неприступной крепостью. Наравне с другими народами более 100 ингушей защищали город на Неве. Арчаков Джабраил, Ахриев Рашид-бек, Албагачиев Хамадхан, Беков Гапурбек, Горчханов Ахмед, Гудантов Руслан, Манкиева Елизавета, Цуров Сулымбек, Тутаева Асият. В июле 1942 года началась Сталинградская битва.
По своей значимости и масштабам это было одно из самых упорных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Контрнаступление советских войск началось 19 ноября 1942 года, закончилось окружением и уничтожением 22 вражеских дивизий. Среди защитников Сталинграда мужеством и отвагой отличились воины-ингуши Алиев Магомед и Магожев Алаудин, Шахмурзиев Туган, Абадиев японцы. Важным событием Великой Отечественной войны стали наступательные операции наших войск в европейских странах, грандиозная Берлинская операция. Среди воинов-освободителей Европы были и ингуши – Мальсагов, Булгучев, Зауров, Кациев, Балкоев. Важным этапом на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией явилась Курская битва, одна из крупнейших битв Второй мировой войны. Бесстрашие, мужество, верность воинскому долгу, любовь к родине, ненависть к врагу проявили участники знаменитого сражения на Курской дуге. Атигов Муса, Беков Гапурбек, Гадаборшев Магомед, Галаев Гарах, Галаев Юсуп, Костоев Шервани, Льянов Мадак, Мальсагов Аддиль Гирей, Мальсагов Хаваш Багаудин, Аздоев Абукар, Тангиев Алихан, Цуров Сулымбек.